Сегодня же депутаты говорили о перспективах развития внутреннего продовольственного рынка республики. В обсуждении насущных вопросов участвовали министр сельского хозяйства Коми Сергей Чечеткин, представители Минэкономразвития и антимонопольной службы. Законотворцев ознакомили с ответными мерами нашего региона на санкции Запада. Как будут наращивать местное производство и контролировать рост цен на продукты, знает Таисия Шляхтина. На кассах большие очереди, продуктов на полках по-прежнему в достатке. В продовольственных магазинах столицы Коми после введения западных санкций ничего не изменилось. Разве что местная продукция набирает все большую популярность. В гипермаркетах рядом с привозными товарами теперь есть наше мясо, рыба, овощи и молоко. Аграрии республики открывают и собственные торговые точки. Большой популярностью у них, как, впрочем, и у покупателей, пользуются ярмарки выходного дня. Теперь главное – развивать все это дальше. Запад нас не накормит. Он в любой момент вот это дело вам напомнит, и причем в очень четкой форме. Поэтому если мы хотим иметь продовольственную безопасность не на словах, а на деле, мы обязаны вкладывать средства для развития производства собственного крестьянина. И тогда будет все нормально. Причем помогать аграриям нужно не только во время действия ответных санкций России. Чтобы агропромышленный комплекс стал полноценным кормильцем, нужно вкладываться в него постоянно. Так, в этом году на строительство и реконструкцию животноводческих помещений потратили 57 миллионов рублей. Как результат, до конца года откроют оптовый склад Зеленецкой птицефабрики в Усинске, завершат строительство рыбного хозяйства на Печорской ГРЭС и увеличат поголовье оленей. Еще одно направление работы – контроль за ценами. Санкции для некоторых предприятий – это повод под шумок поднять цены. Поэтому за крупнейшими производителями региона пристально следит антимонопольное ведомство Коми. В соответствии с указаниями ФАС России в случае превышения роста цен на продукцию данных хозяйствующих субъектов более чем до 5%, соответственно, будут проводиться в отношении данных хозсубъектов контрольные мероприятия, по результатам которых будет устанавливаться обоснованность или необоснованность повышения цен. Сообщить о росте цен могут и граждане. Для них работает горячая линия. Кстати, жалобы от жителей Коми уже поступают. В отдельных торговых точках потребители отмечают повышение стоимости лимонов, курицы, рыбы, кофе и арбузов. Все обращения проверяются, и пока, говорят специалисты, резкого роста цен на товары в Коми не зафиксировано. Таисия Шляхтина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.